В прошлый раз я рассказывал о протоколе резолюции Первого общечувашского национального съезда в июне 2017 года, а теперь уже о попытках практического воплощения флага и герба в январе 2018 года. Что произошло в январе 2018 года? В городе Казань собрался первый всероссийский чувашский военный съезд, который решал вопросы не только чисто военного характера, то есть по помощи самим военнослужащим, созданию вот этих ополченческих организаций военных, но и вопросы политического характера, культурного, экономического, потому что эта площадка была хорошее место, где решались общие национальные вопросы. Участие в нем принимали не только непосредственно военные, но и все активные деятели того времени. Это Дмитрий Петров-Юман, тот же самый же, Иван Васильев, заочно Алюнов принимали участие. То есть это съезд, который очень решал такие большие важные задачи. Один из вопросов, который нашло практическое воплощение, то, что в 20 числах января 2018 года был принят на этом съезде первый национальный флаг чувашского народа, и который должен был стать флагом для всех чувашей по всей стране. Высказывается, чтобы знамя было, возможно, проще, с помещением национальных узоров, и, кроме того, был бы помещен зеленый цвет. Художник Максим Кошинский заявляет, что зеленый цвет на знамя необходимо поместить, и добавляет, что нужно поместить белый с желтоватым оттенком цвет и национальные узоры. К сожалению, вот эта резолюция не дает возможности нам сказать, как точно выглядел флаг. Не можем мы сказать. Не сохранилось ни пропорциональных соотношений вот от белого, зеленого или как-то еще. А зачем нужен был этот национальный флаг? Вот я раньше говорил, что предоставлять чувашская национальная организация, а здесь был еще другой момент. В то время в январе формировались чувашские национальные военные подразделения, и как раз шло формирование первого чувашского стрелкового полка. И вот это национальное знамение решили использовать в качестве полкового знамени, а сам флаг, вот это, к сожалению, он у нас даже, собственно говоря, и практически не был известен, потому что уже когда по мере того, как советской власти большевики все крепче устанавливались, они принципиально стояли на том, что флаги должны быть только красных цветов, никаких там, как же, этих белых цветов белогвардейских.